Наверное, нет на земле человека, который хотя бы раз в жизни не был очарован величием и красотой звездного неба, и кого до глубины души не потрясла бы головокружительная тайна мироздания. Кто мы, откуда и куда идем? Эти вопросы, безусловно, волновали человека не однажды, и не только вчера, но и 2 и 3 тысячи лет назад. А еще более, наверное, волнуют сегодня, ибо именно теперь настало время, когда человечеству уже жизненно необходимо найти ответы на эти вопросы и осознать свое происхождение и предназначение, изучить свои корни и понять суть своего пребывания на Земле. Так кто же мы и откуда? Сведения о великих и загадочных цивилизациях прошлого опровергают существовавшие в нашу эпоху теории о происхождении человека. Одно за другим открытия в области археологии ломают навязанные стереотипы и заставляют расширять узкий кругозор трехмерного бытия и материалистических воззрений. В то время как академическая наука все еще продолжает опираться лишь на письменные источники, начиная с отца истории Геродота, и упорно продолжает искать земное объяснение построению таких необъяснимых с точки зрения возможностей современного человечества величественных мегалитических сооружений и городов, как Аркаим, Мачу-Пикчу, Стоунхендж, Ньюгрейндж и многого другого. Между тем, на огромных просторах Евразии и других континентов находят одни и те же символы – круги, лабиринты, свастики, кресты, треугольники и другие древние знаки, которые, к удивлению, встречаются и в культуре некоторых современных народов. Может ли это быть случайным совпадением? Или надо говорить о существовании единого источника, единой идеологической основы, зашифрованной в символах древними народами, посвященными тайне мироздания? К таким народам, безусловно, относятся известные всему миру скифы, сарматы и аланы. Обратимся к Нартиаде, которая является древнейшим священным эпосом. Согласно нартовским текстам, предки современных людей белой расы, нарты, скифы, были детьми неба. Скифы Гипербореи создали свою цивилизацию в Арктиде, где был в те времена умеренный климат. После гибели Атлантиды они переселились на современный материк Евразия. По горам, которые тянутся с севера на юг, они спустились в район Урала и около 4000 лет назад основали страну, включающую в себя целую систему городов. В 1987 году археологи обнаружили первый город-обсерваторию, названный по близлежащему селению Аркаимом. Его структура напоминает огромный гороскоп диаметром 160 метров с четко выделенными 12 знаками зодиака. В структуре Аркаима также был заложен древний скифский символ – свастика, символизирующий эволюцию космоса и человека. Позднее скифы расселились по всей Европе, часть их переселилась на территорию современного Кавказа, Причерноморья, Ирана, другая часть дошла до Индии. Именно этим объясняется тот факт, что во многих древних персидских и индийских текстах говорится о прародине предков этих народов, лежащей далеко на севере. Глубокому анализу ученые подвергали также скифские легенды и сказания, которые донесли до нас античные писатели. В результате было выявлено, что в национальном осетинском эпосе Нарты сохраняются сюжеты и образы, которые находят прямые соответствия в древней литературе Индии и Ирана. В Нартах прослеживаются также многие черты, отражающие религиозные и мифологические представления, конкретные особенности быта и традиционных обычаев скифов. Бонгард Левин.
На необозримых просторах от Дуная до Алтая находят все новые и новые следы пребывания скифов. И каждый народ, живущий на этой земле ныне, считает себя их потомком. Но есть на земле места, для жителей которых скифы – это не потерянный в исторической мгле мифический этнос, а их героические предки, чьи курганные захоронения и непревзойденное по красоте искусство напоминают об удивительных и загадочных событиях прошлого, настойчиво устремляя ищущих к их разгадке. Это прежде всего Центральный Кавказ и Крым. Скифы, как народ, не исчезли бесследно с лица земли. Если вы взглянете на этнографическую карту Кавказа, то найдете в ее центральной части небольшой народ, называемый ныне осетинами. Ученые давно установили, что осетины по происхождению не связаны с соседними кавказскими народностями. Они пришли на Кавказ с севера, в прошлом они назывались асами, аланами. А аланы, по свидетельству историка Иосифа Флавия, скифское племя. Что же сохранили осетины от своего далекого прошлого? Два бесценных сокровища – язык и эпос. Осетинский язык дает ключ к разъяснению многих топонимов Северного Причерноморья и Приазовья. Типичный пример – название реки Дон. Именно в осетинском языке и только в нем слово «Дон» означает «река». У осетин бытует до сих пор монументальный героический эпос. Нартовские сюжеты находят полную аналогию в быте и обычаях скифов, как они описаны у Геродота и других античных авторов. Волшебная чаша, из которой могли пить только самые славные герои, поклонение мечу как богу войны, похоронные обряды и другое. Излюбленное животное нартов и скифов – олень. В сказаниях олень часто именуется 18-рогим, и знаменитые золотые скифские олени, выполненные в зверином стиле, имеют именно 18 отростков на рогах. Сказания о нартах хранят множество деталей и сюжетов, совпадающих с описаниями скифских и аланских обычаев, а также названий многих стран и народов, с которыми историческая судьба сводила предков осетин. В то же время повседневная домашняя жизнь нартов, как она отражена в сказаниях, почти не отличается от старого осетинского быта, каким помнят его старшее поколение наших современников. Не случайно нартский эпос часто именуют энциклопедией осетинской жизни. Не иначе как чудом нельзя назвать удивительную судьбу сказаний, которые дошли до нашего времени благодаря народным певцам, передававшим их из уст в уста, из поколения в поколение. И это был самый надежный способ передачи знаний – от сердца к сердцу, так как любые письменные источники могли быть затеряны или умышленно переделаны неприятелем. Видный российский ученый Александр Дугин отмечает гигантское значение, которое имеет культура древних скифов для развития мировой цивилизации. Скифское, сарматское наследие, а осетины являются их потомками, оказало огромное влияние на финно-угорскую, тюркскую и славянскую культуры. Я думаю, что ключом к культуре древних народов является именно осетинская культура. Культовые сооружения нартов, асов, скифов, выстроенные ими высоко в горах Центрального Кавказа, являются символами древних космогонических воззрений их создателей. Расшифровка вложенной в них информации потрясает глубиной содержащегося в них идеологического смысла. Каждый из тысячи ныне известных зуаров имеет свое сакральное таинство и играет определенную роль в структуре единственного в своем роде
действующего на протяжении как минимум 4000 лет природного храмового комплекса Осетии. Осетинский народ несет в своей традиции знаки и символы, бывшие когда-то едиными для всего индоевропейского мира. И именно он сумел сохранить в течение самых тяжелых для человечества 3 последних тысячелетий борьбы с тьмой знания древних ариев. Эти знания о высшей реальности, о структуре мироздания, о едином Боге, о силах добра и зла, о необходимости эволюционного роста человека и несли по миру воины света, скифы, сарматы и аланы, распространяя вместе с тем и божественные заповеди, высокие моральные и духовные устои, содержащиеся в их кодексе чести и в фундаментальном законе жизни Ирон, Нартон, Ахдау. Поэтому асы-учителя и становились для других народов богами и королями, как Один, Будда и Зороастр. Ир, ас, аланы, скифы и сарматы были рассеяны по всему миру и могли бы остаться жить в любой части света. Однако случайно ли, что они покидали плодородные степи и теплые моря, а выбрали именно Кавказ для сохранения идеологии асов-нартов? Горы Центрального Кавказа явились для них самой укрепленной природной крепостью, которую, как показала история, никто и никогда не смог покорить. Здесь издревле господствовала и совокупная сила многочисленных святых мест, каналов связи с высшим миром. И именно здесь, благодаря своей изолированности, народ сумел сохранить, передавая из поколения в поколение, вверенные ему тайные знания скифов и алан, зашифрованные в Нартиаде, в традициях и обычаях осетин. Сейчас, когда начинает спадать полог тайны, покрывавшей наследие великих скифов-асов, становится понятным пророчество нартов, когда они говорили, что знают о наступлении времен, в которые забудется хатиакский язык, то есть умение посвященных читать тайный смысл знаков и символов, что народ Ир или скифы рассеется по белу свету. Но настанет час, когда найдутся истинные наследники нартов-асов, скифов и алан, которые с помощью притч-заповедей вспомнят хатиакский язык, то есть научатся понимать универсальный язык символизма. И именно они сумеют прочитать зашифрованные послания предков. Рассказ о крымской скифии нам хочется начать со слов благодарности в адрес Комитета по охране культурного наследия Автономной Республики Крым, по приглашению которого наша съемочная группа прибыла в Крым и имела возможность снимать места, связанные со скифами и аланами. Наше знакомство с крымчанами стало для нас приятным событием с самого порога кабинета председателя комитета Ларисы Николаевны Панасюк. Прежде всего, нас поразила необычная надпись, лежащая на ее рабочем столе, и, безусловно, говорящая об абсолютной неординарности этой миловидной женщины-чиновника. Наше дальнейшее общение подтвердило это первое впечатление. Во многом благодаря именно ей в 2011 году были начаты работы по созданию историко-археологического заповедника на месте древней столицы царских скифов Неаполя Скифского. Крым вообще это удивительное место. Это не только горы, море, солнце, уникальная природа, но это еще богатейшая история, связанная с многочисленными народами, этносами, каждый из которых оставил свой колорит, свои особенности, свою частичку своей культуры на нашем полуострове.
Одна из страниц истории – это связанная со скифами, аланами. И есть такой удивительный памятник, который, в общем-то, исследовался. Это городище Неаполь-Скифский, столица Скифии, столица Крымской Скифии. Он очень хорошо сохранился. Исследования проводились, неплановые, в 20-30-е годы XVIII века. Потом в 1945-1959 году проводились большие исследования, в результате которых удалось очень много узнать об истории скифов, аланов, и очень много находок было найдено. К сожалению, до 2011 года Неаполь был заброшен. Там, по сути, находилась городская свалка. И по решению правительства Совета министров Автономной Республики Крым решили создать историко-культурный заповедник Неаполь-Скифский. Выделены были определенные средства из нашего бюджета, крымского бюджета, на исследования дальнейшие, на восстановление башни мавзолея Скилура. Я думаю, что этот проект не одного дня, на многие десятилетия, а может быть и столетия. Самое главное – это осознание того, что мы работаем на будущее. Мы связываем между собой разные народы. И вот ваш визит, мы очень благодарны, что вы к нам приехали и сможете у себя на родине рассказать о том, что и в Крыму, в далеком, в общем-то, Крыму, берегут, ценят историю скифов, популяризируют тот памятник, который, в общем-то, является уникальным не только в масштабах нашего государства, но я думаю, что и в масштабах всего мира. Это наследие мирового значения, это наследие планетарного значения. Сейчас я обращусь и к жителям Республики Алания, потому что это наследие наше общее, ведь вы – это прямые потомки скифов, воинов, прекрасных людей. Первый же вечер нашего пребывания в Крыму состоялось масштабное анимационно-развлекательное представление «Неаполь. Новая жизнь древней столицы», которое хотелось бы считать эпохальным. Несмотря на, может быть, очень скромные возможности для перевоплощения в образы скифов, местных студентов и сравнительно небольшой на сегодняшний день объем проведенных восстановительных работ. Однако хочется надеяться, что все еще впереди. Знаменательным является сам факт появления этого проекта по реставрации города, за которым в течение 2 тысячелетий сохраняется имя его основателей – скифов, и который, к сожалению, до сих пор пребывал в полном забвении. Устроители праздника постарались реконструировать некоторые элементы мирной и военной жизни скифской столицы. Были воссозданы образы воинов, всадников, охранявших город, жрецов и ремесленников. Особенно привлекателен был образ кузнеца. Вот он берется за ручку мехов, и из горна вырывается яркий сноп искр. Жарко горит огонь, обогревая прохладу ночи. Народ с интересом собирается вокруг, невольно проникаясь атмосферой древности. А вот сцены сражений воинов на мечах и окинаках. Зрителям предоставляется возможность потрогать доспехи, пострелять из лука или пройти с экскурсоводами, чтобы узнать побольше информации о жизни древней столицы. Силуэты раскиданных по полю шатров, руины крепости с возвышающейся над ними башней, горящие по краям крепости сигнальные огни и большой костер, разожженный в завершении мероприятия, все это никого не могло оставить равнодушным. А молодой месяц, появившийся в вечернем небе прямо над усыпальницей царя Скилура, был воспринят нами как некий символ грядущего возрождения, которое должно вдохнуть новую жизнь в забытую историю скифов. Приехав к нам, вы сделали подарок для Крыма. Неаполь Скифский, он долгое время спал. Он действительно молчал. Ему было, мягко говоря, грустно, если можно говорить о нем как о отдельном существе. Духи этого места, они были опечалены тем, что его грабили, его много раз разграбляли, к нему относились с вандализмом. И до сих пор, на самом деле, к нему относятся без должного уважения. Но то, что вы сделали, оно раскрыло место. Молитва
которую вы прочитали с обращением действительно братских народов друг к другу, прочитанной на родном языке, она подняла. Я вам даже могу описать это чувство. Ощущение, что человек, который лежит, который не может подняться, который смертельно ранен, он резко выздоравливает. И он просто встает полон сил. Незримые стражи поднялись. И действительно Неаполь Скифский сказал вам спасибо. Как же протекала жизнь в древней скифской столице, просуществовавшей почти 700 лет? С середины I века и во II веке нашей эры скифское царство переживало сильный подъем. Раскопки Неаполя показывают, как оживилась там в это время строительная деятельность, ремесла и искусство. Жилища оседлых скифов строились круглой формы. В центре его располагался очаг. В осетинском жилище очаг, считавшийся священным, также всегда располагался в центре помещения. Хлеб хранился в глубоких ямах, сокрытых сверху камнями. Скифский способ хранения зерна был унаследован аланами, он отмечался также у осетин. Будучи отличными воинами, скифы имели большой набор совершенного по тем временам оружия. Лук и стрелы были их основным оружием. В Скифии изготавливались исключительно трехгранные наконечники стрел, и объяснение этому можно найти в идеологии осетин. Геродот и Страбон отмечали, что скифы являются самым умнейшим, справедливым и высоконравственным народом. Если они едины, то ни одна страна не может противостоять им. Самое сенсационное открытие на Неаполе Скифском было сделано в 1946 году, когда при раскопках Западной башни наткнулись на человеческие кости, начали это место изучать и в конце концов в результате почти трехмесячной такой очень кропотливой работы обнаружили захоронение целого царского рода. То есть это было 74 костяка, 4 конских захоронения, это все было во много ярусов. И в конце, то есть уже под всеми этими захоронениями, обнаружилась главная гробница каменная, которая содержала останки взрослого человека, мужчины, возраста примерно 45-50 лет, с очень таким необычно богатым набором оружия. Там был найден железный шлем, железный меч, наконечники копий, стрел и порядка 800 золотых украшений мелких, которые украшали и его одежду, и какие-то знаки царской власти. Вот. Ну и по черепу, который был найден в этой гробнице, была сделана реконструкция тогда известным советским антропологом Герасимовым, который воссоздал лицо по черепу, и стала, такая версия родилась, что это был знаменитый царь Скилур, который известен по письменным источникам. Вот, и, собственно, эта гробница ему принадлежала. Но вот это здание, оно относительно современное, оно было построено в 80-е годы 20 века и закончено в 89 году. И оно было создано как такой одновременно и музейный павильон, и место, которое должно было предохранять остатки царской гробницы, гробницы Скилура, от разрушения. Но, к сожалению, вот оно было в свое время полностью сдано под ключ. Тут были окна, двери, галерея внутри была. Очень все было красиво, но потом наступило 20 лет забвения и запустения, и оно превратилось вот в такую заброшенную постройку. Вот. И вот в 2011 году мы приступили уже заново к обновлению этого всего и к созданию нового заповедника, в который она теперь вошла. Недалеко от мавзолея царя Скилура в 1999 году была найдена плита с греческой надписью, свидетельствующая о том, что в этом месте был похоронен знаменитый царь Скифии Аргот. Вот эта часть, которая сейчас сохранилась. Здесь была как раз эта гробница устроена, а выше была постройка наземная, вот в виде греческого храма. Руины еще одного древнего строения Неаполя Скифского были определены археологами как дом, в котором почти 2000 лет назад жил царь Скилур со своей многочисленной семьей.
это самая фундаментальная постройка не только Неаполя Скифского, но пока нам более крупных сооружений неизвестно на территории Крымской Скифии. Это Мегарон, который достигал размеров 25 метров в длину, 10 метров в ширину. Основание стен было почти 1,5 метра у него. И судя по этим параметрам, постройка достигала высоту примерно 8 метров, была двухэтажной. Нижний этаж ее состоял из длинного такого зала, который по центру находился очень большой красивый очаг. Стояло 2 ряда столбов деревянных. И стены, по крайней мере одна из стен, была украшена цветной фресковой росписью. Рядом с руинами царского дома в 2009 году был обнаружен ритуальный бассейн со следами горения и нанесенными на дно сооружения знаками красной краской в виде колеса со спицами и сочетания 9 треугольников. Как выяснили ученые, бассейн преднамеренно был засыпан еще в древности, по-видимому, выполнив свою функцию. Загадочные знаки на дне ритуального бассейна в Неаполе Скифском, как и многие-многие древние символы и артефакты, ждут своих исследователей, которые сумеют расшифровать таинственные послания, оставленные легендарными скифами для потомков. Думаем, что настает время и для раскрытия тайны подлинной миссии скифов, наследие которых рассеяно почти по всем континентам планеты Земля.